В столице Коми после обращения к Владимиру Уйба расселяют очередной опасный для проживания ветхий дом. Средства, которые глава региона поручил выделить из резервного фонда правительства Коми, уже поступили на счет муниципалитета. Собственникам деревяшки в лесозаводе будет выплачена стоимость жилья, а нанимателям муниципальных квадратных метров предоставят квартиры. Всего за 2 года из резервного фонда муниципалитетам направили порядка 800 миллионов рублей на переселение из домов, не попавших в адресную программу. Любовь Лапина продолжит. Полы вот так бугром, все криво-косо. Дверь то закрывается, то не закрывается. Мы подтесывали ее. Теперь у меня, видите, щели везде кругом. Воспитатель детского сада Татьяна Синякова показывает свое жилище. Вход завешен покрывалом, чтобы не дуло. В некоторых комнатах уже не горит свет. Полы, стены, потолки – все перекошено. Находиться здесь небезопасно. Вот потолок у нас все ниже и ниже. Это вот все падает на нас, прямо кусками штукатурки. Квартиру семья купила в доме по улице Зои Космодемьянской, 30, в лесозаводе 18 лет назад. До этого жилье снимали. Последние годы строение начало разваливаться на глазах. Но в адресной программе на расселение двухэтажка стоит лишь на 2027 год. Тем временем большинство квартир до сих пор заселены. Живут здесь семьями, даже с детьми. Воды у нас нет изначально. У нас есть центральное отопление. От газа нас отключили уже 2,5 года, потому что в квартирах, видите ли, нет вентиляции. А газовики нас отрубили, мы живем с плитками все. Воду носим с колонки. Со светом в последнее время тоже беда у нас. В 2019 году нас признали аварийным жильем, наш дом. Моя квартира, например, с 2014 года признана непригодной для проживания администрацией. Но я сколько судилась 2 раза, бесполезно. А этим летом снова приходила комиссия. Признала деревяшку опасной для проживания. Несущие конструкции отжили свое, и это видно невооруженным взглядом. Администрация города предложила выехать в маневренный фонд, однако люди обратились к руководителю региона. Через 4 дня Владимир Уйба подписал распоряжение о выделении средств из резервного фонда правительства Коми. Мы объявили открытый аукцион на оценочную деятельность жилых помещений граждан, которые занимают на праве собственности. Оценщик оценивает эту квартиру. Суммы различно варьируются. От 60 бывает до 100 тысяч рублей квадратный метр. В случае, если граждане не будут согласны, они могут оспорить данную оценку, но только в судебном порядке. Мы не можем влезать в оценочную действие и как-то комментировать, но все в соответствии с жилищным кодексом. Различные убытки у людей учитываются, и непроизведенный капремонт, и денежные средства на переезд. Все в соответствии с жилищным законодательством. Всего в этом году администрация Сыктывкара перечислила более 200 миллионов на расселение 6 домов. На Октябрьском проспекте, в лесозаводе, Нижнем Чове, Кочпанчите и Эжвинском районе. Наниматели муниципальных квартир получили жилье в других домах. Собственники стоимость своих квадратных метров, часть из них оспаривают сумму в суде. Кроме того, финансирование в этом году получили Печора, Вуктыл, Сыктывдинский, Троицко-Печорский, Ижемский и Карткировский районы. Любовь Лапина, Ольга Коняева, Алексей Паршуков, телеканал Юрга.